Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. С кем у вас будет свидание, с кем будет встреча? Давайте посмотрим, что судьба приготовила. С кем сведет, с кем познакомит. Загадайте, пожалуйста, на свой срок, свои временные рамки, пожалуйста, загадайте. И давайте узнаем, что же судьба вам приготовила. Кто идет к вам на свидание, кто идет на встречу. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так. У вас 2 свидания и 1 новая встреча. Вы все разные, отсыпка общая. У кого-то отыграется частичная информация, у кого-то отыграется полностью. Ну, давайте начнем со свиданий. У вас вот свидания, кстати, первыми идут. Первое свидание у вас будет с человеком, который давно как-то не появлялся, не проявлялся. Может, вы специально не хотели встречаться, может быть, рассорились с этим человеком. И еще почему-то идет, что этот человек не свободен. Либо он, в принципе, был не свободен, либо не свободен сейчас. Да? Возможно, у человека уже другие отношения, да, другая женщина рядом. А может, он всегда был женат, и из-за этого ваши отношения как бы и не состоялись. Да? Из-за этого вы могли поссориться, расстаться. Вот, свидание у вас совершенно случайное. Тут буквально вы где-то столкнетесь. Там, в магазине, в городе, на работе, где-то вы с ним столкнетесь. И вы немножко так расстроитесь, либо как неприятно вам будет, наверное, а мужчина, наоборот, очень сильно обрадуется. Я вижу, что он буквально вас хватает за руки, он такой весь одухотворенный, у него глаза сияют, на лице улыбка, от волнения там начинает заикаться и начинает вам что-то говорить, что он вас там искал. Я поняла, вы, скорее всего, его заблокировали, да? Блоканули его везде, чтобы он случайно вам не писал и не смог дозвониться. Вот, и он начнет говорить, что вот, я на тебя загадывал, я так просил у небес, чтобы мы с тобой встретились, и вот, пожалуйста, это знак судьбы. Какую-то чушь начнет нести. И вам как-то, знаете, то ли некогда и неудобно, то ли еще и неприятно, да, вы такая, да, отпусти ты меня, что ты пристал, там люди увидят, а все смотрят. Вот. А мужчина как будто бы, действительно не в себе. От радости будет немножко не в себе. Там начнет вам что-то рассказывать, как ему было плохо, как он страдал, как он там долго в себя приходил, как он вас искал, как он там о вас информацию добывал, там жизнью рисковал. Там целый набор, понимаете, целый джентльменский набор. Вот, я не могу сказать, что вам будет приятно, скорее всего, наоборот, но с другой стороны, вы поймете, что этот мужчина, он не отпустил, он не разлюбил. Он по-прежнему от вас зависит. Вот. И стоит вам захотеть, вот так пальцем поманить, и этот мужчина буквально как спелое яблочко упадет вам, либо в руки, либо к ногам. Но вы в очередной раз сами себе даже вот скажете, убедитесь, да, сами для себя, что этот мужчина больше вам не нужен, что вы его не хотите, что вы его не любите, что у вас к нему все, как, знаете, отпустило, перегорело. Может быть, даже если какие-то мысли посещали вашу голову, то в эту встречу вы четко поставите точку. И ему об этом скажете. Скажете, слушай, наше время уже прошло, живи своей жизнью, там, живи с семьей, я не хочу, мне это и даром не надо. И я тебя не люблю, у меня нет тебе никаких чувств. То есть это все было ошибкой, да, каким-то заблуждением. Как-то так вы ему скажете, что для него будет непонятным, да, то есть он на всех эмоциях, с радостью, с любовью на вас кидается, а вы ему тут говорите, что, все прошло, я тебя не люблю, и
встречаться нам не надо. Вот. Он как будто бы не понимает, что вы говорите. Он свое продолжает говорить. И, девочки, вам сложно будет с ним расстаться, потому что он буквально идет за вами, либо он не дает вам идти, он начинает вас куда-то тащить, приглашать там, в ресторан, пойдем кофе попьем, давай обсудим. И он прям уверен, да, что судьба свела. Но судьба свела для того, чтобы вы сами для себя в этот момент вот поставили эту окончательную точку. Чтобы вы на него посмотрели через время и осознали, что этот мужчина не ваш мужчина, что он вам не нужен, что вы его не любите, что вы к нему ничего не испытываете. Что он, да, страничка вашего прошлого не самая лучшая, не самая впечатляющая. Ну, как бы все, вы ее перевернули и живете дальше. То есть у вас на сердце к этому человеку буквально вот ровно все идет. Да? Никаких перепадов, ни спадов, ни перепадов. Ровно, ровный пульс. И даже какое-то раздражение. Ну, потому что он слишком там к вам будет цепляться, там, обниматься, не знаю, там, дотрагиваться, слишком близко к вам будет подходить, да, стоять слишком близко будет к вам. И вы такая, блин, ну как я могла влюбиться в это? Ну, фу-фу-фу, да, не хочу, не надо, и даром не хочу. Вот, такая встреча у вас состоится. Ну, как бы сложно вам будет от него отойти, он тут вам всякие букеты будет предлагать, ну, предложения, да, пойдем туда, пойдем сюда, давай встретимся, убеждать вас, что это судьба, а вы будете пытаться его убедить, что, ну, нет, это не судьба, я не хочу с тобой быть, да, ты мне больше не интересен. Вот и все, девочки. Можно сказать, что вы выздоровели от этих отношений, вы повзрослели, вы буквально не хотите быть на вторых ролях, вам это не нужно, и не нужен вам этот человек, вы знаете, чего вы хотите, вы идете в свою лучшую жизнь. И знаете, вам будет так приятно, да, что вы вообще как-то не реагируете, что все отпустило, может, там у вас драматические были отношения, ну вот прям отпустила, как рукой сняло. А потом хорошо спать будете после этой встречи. А вот мужчина спать хорошо не будет. Во-первых, вы очень красивая, вы очень похорошели с того времени, у вас уверенность в глазах появилась, уверенность в себе. И мужчина так сильно вами впечатлится, он, наоборот, еще больше будет страдать от того, что вот он вас упустил, от того, что он вас потерял. Вот как-то так показано. Дальше, вторая встреча. Вторая встреча у вас не любовного характера, сразу говорю, но это встреча, встреча продвижения. С кем-то очень и очень нужным, с кем-то очень супер важным вы встретитесь. У вас будет разговор продолжительный, разговор основательный. Буквально проговорите про все. И я вижу, что вы человеку, не так, я вижу, что вы буквально топите лед между вами и этим человеком. То есть, возможно, человек не встретит вас с распростертыми объятиями, либо у человека будет какое-то отстраненное состояние настроения. То есть интереса не будет к вам. Но вы сможете этого человека переубедить, вы сможете растопить лед между вами, вы сможете этому человеку понравиться, да, как человек понравится. И встречаетесь вы как-то холодно, прохладно, да, начинается разговор, а заканчивается, вы там друг друга за руку пожимаете, чуть ли не обнимаетесь, по-дружески, понятное дело. И буквально этот человек там впечатлен вами, вы нравитесь этому человеку, человек вас считает очень замечательной, надо вам там помочь, посодействовать, как-то там вписаться за вас. То есть растопите лед. Вот настолько вам это важно, либо настолько вы будете убедительны, что у вас это получится. Больше мне похоже на какой-то деловой разговор. Да? Может, это как-то связано с вашим бизнесом, с работой, с какими-то другими проблемами, может, даже со здоровьем вашим связано. Но вы это сделаете. Вы умничка, вы молодец, вы своего добьетесь. Вот вы взяли себе цель, да, быть результативной, и вы это делаете. Какое бы холодное сердце, либо каменное сердце вы не встретили, вы, руководствуясь своим интересом, сможете это сердце растопить. Сделать его живым, теплым и, конечно же, максимально добрым по отношению к вам. Прям собой будете очень довольны. Встреча пройдет на ура, хотя начнется достаточно прохладно и скомканно. Но конец этой встречи мне очень нравится. Да, похоже даже на дружбу. Начало очень крепкой, выгодной для вас, выгодной дружбы. Ну, почему бы и нет? Да, почему бы и нет?
Дальше. Знакомство. А вот со знакомством тут прям очень интересно. Здесь знакомство при содействии ангелов. Ангелы помогают познакомиться. Во-первых, я вижу, что вы будете в атмосфере праздника находиться. То есть это может быть чей-то день рождения, это может быть, не знаю, караоке, это может быть ночной клуб, это может быть просто какой-то вот бар, да, где музыка играет, там кафе, где живая музыка есть. Может быть, у кого-то на даче, может быть, это какой-то корпоратив вообще будет, да, мероприятие какое-то будет проходить. Будет много людей, будет громко, будет весело, и еще вот люди будут кушать и пить. Кушать и пить, да, ну почему я говорю день рождения, либо там клуб, ресторан, да, потому что кушают и пьют. Вы там точно будете не одна, у вас там, ну, свои люди, да, подружки, например, ну, либо ваша компания, ну, как бы свои люди, да, и среди своих людей появится вот этот новый человек. Он чей-то приглашенный гость, либо он чей-то родственник, либо он чей-то, скажем так, компаньон или как сотрудник, может быть, даже, да, вот как новое лицо, то есть как не в своей тарелке немножко, да, потому что здесь люди знакомые, своей группой находятся, а он как бы пришлый человек, новый человек. Но человек очень интересный. Сразу хочу сказать, что человек, ну вот мне идет, что моложе, чем вы, да, но может быть и не моложе, может приблизительно как вы, но у него подача прям совсем молодого юного человека, очень такой веселый, открытый, такой рубаха-парень, да. Но не смущайтесь и недооценивайте, потому что этот парень, он сам себе на уме. А ум у него изощренный и острый, да, вот прям такой, как сказать, все получит, всего добьется, за все схватится, да, у него чуйка еще есть. Вот, этот мужчина молодой, назовем его так, он очень много внимания будет вам уделять. Но внимание, знаете, такое не назойливое, а наоборот, внимание такое больше как там развеселить, либо он поймет, что вы тоже веселая девушка, что вы тоже очень активная, то есть он там что-то начнет придумывать, и вас типа там подруга помоги, да, давай вместе там какой-то конкурс проведем, либо давай там споем, станцуем. То есть он не ухаживает, как в классике, за вами, но он все время рядом с вами держится. И он умеет расслабить, он умеет втереться в доверие. То есть под конец этого мероприятия вы уже, как знаете, друг друга 100 лет. Вы очень легко общаетесь, но общаетесь, опять же, как друзья, но не как люди, которые друг другу нравятся. Вы сразу как-то себе говорите, что он слишком молодой, там молодо выглядит, либо ему мало лет. То есть как-то его отмечаете, что нет, для отношений не подходит. А он наоборот, видя вас, сразу такой: о, вот эта женщина моей мечты, я такую всю жизнь искал. И потом я вижу, что этот мужчина там с вами как бы там обменяется контактами, но опять же вы даете свой контакт без задней мысли, что он будет за вами ухаживать. Вы просто думаете: о, классный парень, да, вот будем общаться, дружить. Вот, этот мужчина начнет вам буквально там в тот же день, там, доберется до дома, либо только вы расстались, он уже начинает вам писать, что он уже соскучился, что он не представляет своей жизни без вас. Ну, то есть, как бы, вот, оно откроется. И, с одной стороны, я вижу, что вам очень приятно, да, потому что и парень симпатичный, и такой веселый, и вам понравился. Но, с другой стороны, вас смущает вот этот его возраст и то, что это новый человек. То есть вы мало что о нем знаете, вы не понимаете, что он там женат, не женат, что у него там в жизни происходит, вообще кто он такой, откуда он взялся. Прям совсем информации нет. Вот. А он, наоборот, вот прям давит на вас, что давай, там, все, влюбился, не могу там общаться, встречаться, пошли на свидание, я сейчас приеду, я там завтра с утра приеду. Какие-то такие вещи вам начинает писать. И еще я, девочки, вижу, что он как-то на вас влияет, либо у него такой есть дар, такой талант, что он умеет уговорить, да, ему невозможно отказать, либо невероятно сложно отказать. То есть он умеет уговаривать, он умеет правильно подать информацию, он умеет буквально вот втереться в доверие. И очень убедительный. И вы сами не понимаете, как вы соглашаетесь сначала общаться, потом вы соглашаетесь там, пойти на свидание, там, встретиться с ним, куда-то вместе сходить.
А он прям, ну, активно очень начинает ухаживать, да, вот эта вся маска дружбы, она как будто бы куда-то улетучилась, и он прям такой напористый, там, все, хочу, не могу, давай, ты моя женщина, а я твой мужчина, там буквально там какие-то знакомые, он уже представляет, что вы его жена, да, не невеста даже, не подруга, а жена, именно конкретно говорит. Вы немножко в шоке, думаете, ничего себе, без меня женили, замуж выдали, да, как такое происходит? Вот, в принципе, парень классный, но вас вот очень сильно смущает то, что он вам кажется либо молодым, либо, ну, немножечко как до вас не дотягивает, да, то есть вы, может быть, женщина уже состоявшаяся, состоятельная, то есть у вас как-то жизнь устаканилась, сложилась, а он как бы такой вот молодой, беззаботный парень. И вас это смущает, да, потому что, ну, а что дальше, что усыновить мальчика, на содержание взять, ну, как поступать? Ну, опять же, вы мало о нем знаете, потому что он как-то очень уклончиво о себе рассказывает. Вроде и рассказывает, но какая-то информация ни о чем, да, непонятно. И вы все время думаете, да, а как оно будет дальше, а вдруг я ошибусь, да, а там что подруги скажут, а как там родственники оценят, да, что вот посмеются надо мной, потому что он очень молодой, ну, либо очень молодо выглядит, может, он и не молодой, но очень молодо выглядит. И опять же, он производит впечатление такого легкого, поверхностного и очень беззаботного парня. Хотя я уже сказала, да, он очень глубокий и у него очень острый ум. Это, скорее всего, его камуфляж, да, быть таким легким и беззаботным. Так ему легче, да, получать то, что он желает. Ну, потому что никто не ждет, что он умный. Вот. А для него вы вот прям стопроцентный вариант, потому что он всегда искал женщину умную, красивую, воспитанную, женщину, с которой, ну, действительно он будет на одной волне. Вы, женщина, действительно очень интеллектуально развита, и эрудирована, и опыт у вас, и вы веселая. У вас прям идеальная комбинация для него. С молодыми женщинами, девушками, да, ему очень скучно. Они ему все какие-то вот одинаковые, да, вот как клише, да, такое. Неинтересно. Он не тот мужчина, который ищет плотских утех. Он мужчина больше за глубину, за серьезные стабильные отношения. Да, ему нужна подруга жизни. Вот. Ему нужна женщина-партнер, подруга жизни. Женщина, с кем он может не только время в кровати провести, но и адекватно поговорить, серьезно поговорить, чье мнение его будет интересовать, да, вот, что вы думаете по тому или иному вопросу. Ваша оценка, да, ему кажется правильной. То есть вы ему идеально подходите. Я-то понимаю, что такую, как вы, он давно себе искал, но не мог найти. И тут вот, видите, сошлось, что вы встретились. И еще мне, девочки, кажется, что вы что-то делали. Может быть, не вы, но кто-то для вас делал. Допустим, вы без отношений, либо у вас были отношения, но отношения такие убогие, назовем их так, болезненные. И вы, например, могли там загадать на нового мужчину. Вы могли провести какой-то обряд, ритуал, прочитать молитву, какой-то этот талисман купить, который притянет мужчину, какую-то технику сделать, да, психологическую. Может быть, ваша мамочка, там, переживая за вас, там, ходила куда-то, заказывала обряды, ритуалы, молитвы читала. Ну вот вижу, что что-то было, какая-то работа была проведена. Даже вот с подружками, да, развлекались, там в шутку что-то было сделано, либо сказано, оно сработало как магическая работа. Работа, которая именно привлекла вам мужчину, который откликнулся. И вот единственное, да, что вот почему-то мне идет возраст, который смущает, возраст как камень преткновения. Может быть, вы себя так вот настроили, что там с молодыми не стоит, молодые несерьезные, там туда-сюда. Может быть, это какой-то вот этот стереотип, который в обществе существует, что взрослый дяденька может с маленькой девочкой, да, в отношениях быть, ну, с молоденькой совсем, а вот серьезная женщина не может с молодым парнем быть. Но это как бы неправильно. И если это работает в одну сторону, то это работает и в другую сторону. Я вам лично даже вот из своей жизни расскажу. У моей бабушки была соседка, и это еще, знаете, очень давно было. Это еще Советский Союз был, да. И
у этой соседки был второй брак с мужчиной, который ее на 17 лет младше. И вы знаете, они такую прекрасную жизнь прожили вместе. И как-то вот разница в возрасте, она прям совсем не видна была. Прям совсем. И даже казалось, что мужчина старше, чем женщина. Да, прожили вместе долгую счастливую жизнь. И 2 детей еще родили. Да вообще там все нормально у них было. Так это, представляете, в советское время, да, когда прям совсем стереотипы везде были, на каждом углу насажены. Вот. Возраст любви не помеха. Возраст серьезным отношениям не помеха. Нет, ну вы же, если альфонса себе найдете, да, там как бы все может случиться. А если это серьезный мужчина, даже если он моложе, ну какие проблемы могут быть? Девочки, в наше время-то тем более, какие могут быть проблемы? Вот. Тем более я не вижу вашего возраста. Для меня вы прекрасная молодая девушка. Смотрите, вот как этот бывший на вас среагирует. Просто с ума по вам сойдет. Вот. Зачем? Зачем на себя накручивать? Тем более сейчас вообще время меняется. Сейчас 50 – это как 30, да? Как вторая молодость. Так что не надо на себя это накручивать, не надо в этих стереотипах жить. Они вам мешают, они вам могут все испортить. И опять же, с молодым мужчиной ну, совершенно другие отношения, да? Совершенно другие эмоции. Я лично не пробовала, но вот те, кто пробовали, они об этом говорят, и у них прям лица светятся. Представьте, молодой, сильный, ну что еще надо? Любит вас, за вами готов идти в огонь и воду. Не лишайте себя счастья, дайте этому мужчине шанс. Ну вот хотите верьте, хотите нет, но он на вас западет буквально с первого взгляда. Он дельфином вокруг вас, смотрите, ныряет и всплывает, ныряет и всплывает. Дельфин – это самые романтические эмоции и чувства. Влюбленность, да? Влюбиться с первого взгляда. Ну а дальше все уже от вашего характера зависит. Если вы его ну, прям категорически не воспринимаете и говорите, ой, ты мальчик, ты маленький, там разница в возрасте, вы его этим очень сильно обижаете. Если вы все-таки хотите почувствовать себя счастливой, хотите действительно нормальные, адекватные, взрослые, серьезные отношения, то этот мужчина идеально вам подойдет. Идеально. И вы знаете, этот мужчина буквально там в самое ближайшее время после знакомства начнет вас упрашивать, умолять заключить брак. И не потому, что ему нужна ваша жилплощадь, либо ваши средства, а потому, что он не хочет вас потерять. Вы ему важны как женщина. И еще, девочки, вам скажу такую вещь. Этот мужчина, он либо какой-то крутой наследник, у него богатые там родители, либо бабушки, дедушки, либо он и сам неплохо устроился в жизни. То есть он может это не показывать, никак не афишировать, но он не бедный человек, он не нуждается, у него все прекрасно. Плюс его потенциалом, с его амбициями, да, он станет серьезным, крутым мужиком в будущем. Знаете, вот из серии «Власть имущих» даже. Не просто богатый, но и власть имущий. Вот он к этому придет. У него такая судьба. И, конечно же, ему нужна умная, грамотная, красивая женщина, которая не только будет украшением его жизни, как я уже сказала, а будет его настоящим партнером, поддержкой и надежным плечом. Вот так вот, мои хорошие. Не знаю, я вижу, что вы не уверены, я вижу, что вы немножко от него закрываетесь. И вот это то, что он молод, да, это типа проблема. Хотя на самом деле никакой проблемы нет. Видите, его еще собакой показали. Собака, которая готова всю жизнь вам служить. 6, да, это служение. У вас учиться готов. Служить, защищать, оберегать и хранить вам полную верность. Потому что вас показывают женщиной, а его, он сам себя, вернее, показал собакой. Да? Я твой верный пес, я всегда буду рядом, я всегда буду у твоих ног. Но вы можете не захотеть и от собачки отказаться. Да? Скажете, молодой, слишком молодой. Вот. Это как бы, конечно, вам решать. Но как по мне, так это ошибка.
Да? Попробуйте. Попробуйте молодое горячее тело. Попробуйте эти эмоции. Вдруг понравится, вдруг поймете, что это ваше. Обычно, да, человек, не попробуя, всегда живет стереотипами. Ну, а когда человек попробует, там уже совершенно другие эмоции, другие картинки, другие впечатления. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.